Первый вопрос, который был рассмотрен на очередном заседании Кабинета министров – заключение соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина растений. Стороны договорились принимать меры по предотвращению проникновения различных вредителей с территории обоих государств при импорте, экспорте и транзите подкарантинной продукции, а также осуществлять при необходимости совместный карантинный фитосанитарный контроль продукции, обмениваться информацией о появлении и распространении вредителей на территории государств. Это проект соглашения, в принципе, нам даст большой плюс. По крайней мере, допустим, я понимаю, что у нас сейчас трудности были с приобретением лабораторного оборудования, но правительство нам помогло. Есть еще нами необходимое лабораторное оборудование в поставках, которые могут помочь. И далее мы можем послать своих инспекторов, сотрудников на обучение в научно-исследовательский институт защиты растений при Россельхознадзоре. В целях повышения деятельности и эффективности внутренних дел Абхазии были внесены изменения в постановление Кабинета министров республики, в рамках которых утверждены структурные построения органов внутренних дел и штатного расписания Министерства внутренних дел Абхазии. Также была установлена и стоимость бланков разрешения на временное проживание в республике. Бланк стоит 200 рублей. На заседании было рассмотрено и постановление об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Всего в списке 89 наименований медикаментов. Министерству здравоохранения поручается до 1 ноября текущего года представить актуализированный перечень лекарственных средств. Совместно с Министерством финансов проработать проекты подзаконных актов, которые будут регулировать условия и порядок льготного обеспечения лекарственными средствами. Министерству экономики и Минздраву осуществлять систематический мониторинг рынка лекарственных средств и при наличии соответствующего экономического обоснования информировать Кабинет министров о необходимости корректировки размеров предельных надбавок. С целью усиления социальной поддержки участников боевых действий в Афганистане Кабинет министров Республики Абхазия решил с 1 июля 2019 года выплачивать ежемесячное пособие в размере 3000 рублей. Кроме того, было принято и постановление об утверждении правил стандартизации средств размещения туристов, согласно которому Госкомитету Республики Абхазии по стандартам энергетическому и техническому надзору в срок до 1 ноября необходимо разработать и утвердить индивидуальные требования, предъявляемые каждому виду объектов размещения. Общие требования к средствам размещения – это освещение в жилых и общественных помещениях, холодное и горячее водоснабжение, отопление, вентиляция и так далее. В целях обеспечения туристов, проживающих в средствах размещения, минимальным ассортиментом услуг предлагается также установить требования к услугам размещения. А именно услуги общественного питания, ежедневная уборка жилых помещений, хранение ценностей, багажа, медицинская помощь, туристическая информация. Также на заседании было принято и распоряжение о централизованном приобретении и распределении автомобилей аппаратом Кабинета министров, согласно которому за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2019 год, Министерство финансов республики должно выделить более 2 миллионов на 3 автомобиля для Министерства по налогам и сборам и Государственной миграционной службы. В дополнительную повестку дня были включены еще 4 вопроса. В рамках дополнительной повестки в Кабинете министров также приняли постановление о предельной численности работников аппарата Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Установить предельную численность работников аппарата Министерства культуры Республики Абхазия в количестве 57 штатных единиц. Размер ассигнований из средств республиканского бюджета на содержание аппарата Министерства культуры в сумме 11 миллионов 533 178 рублей. По решению Кабмина Абхазии 12 августа, понедельник, объявлен выходным днем, так как 11 августа отмечается Курбан-Нöха. В рамках заседания Кабинета министров прошла и презентация оцифровки актов правительства. Теперь документы, начиная с 1992 года, хранятся в электронном формате. Все акты правительства оцифрованы, они являются документами несекретными.
те документы, которые являются несекретными, к тем документам теперь будет широкий доступ обеспечен. Теперь любой гражданин может зайти на сайт правительства Республики Абхазия в разделе «Акты правительства», найти любой документ, его интересующий. Последующее оцифрование актов и пополнение программы в режиме реального времени будет осуществлять аппарат Кабинета министров. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.